Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сулья Азими. Здравствуйте. Государственная независимость – это самое священное и величайшее достижение таджикского народа, самый драгоценный дар нашей жизни, предмет гордости и чести каждого жителя страны. Одними из достижений периода независимости являются определение национальных стратегических целей в сферах энергетики, транспорта, продовольственной безопасности и промышленности. Государственная независимость – начало качественно нового исторического этапа для современного Таджикистана. Одними из достижений периода независимости является определение национальных стратегических целей в сферах энергетики, транспорта, продовольственной безопасности и промышленности, благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, инновационное и высокотехнологичное производство – это залог качественного и ускоренного перехода экономики Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. В настоящее время принимаются меры по эффективной реализации четвертой стратегической цели – ускоренной индустриализации страны. В последнее время, благодаря созидательным инициативам и начинаниям руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе, расширено строительство промышленных предприятий, социальных учреждений, современных дорог, спортивных сооружений, современных парков и скверов, центров обслуживания в столице страны. Имидж столицы Таджикистана стремительно меняется. Сегодня Душанбе стал ярким примером экологически чистого города мирового масштаба. Душанбе включен в список самых зеленых городов мира и является одним из самых экологически чистых городов Азии. У вас очень красивая страна, у вас очень красивая столица. Душанбе очень красивый город. Отсюда не хочется уезжать. В городе Душанбе состоялся инвестиционный форум Таджикистана и Казахстана, который, по словам участников мероприятия, придаст серьезный импульс для развития и расширения сотрудничества между двумя странами в различных приоритетных сферах, представляющих взаимный интерес, а также привлечение инвестиций и реализации совместных проектов. 21 августа текущего года в рамках государственного визита президента Республики Казахстан в Республику Таджикистан в городе Душанбе состоялся инвестиционный форум Таджикистана и Казахстана. В работе форума приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзода, первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, руководители Министерств экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, сельского хозяйства, Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан, представители государственных структур Республики Казахстан и предприниматели обеих стран. Участники назвали проведение подобных форумов как важное для экономического развития двух государств. На Таджикско-казахстанском инвестиционном форуме обсуждались вопросы укрепления торгово-инвестиционного сотрудничества между Таджикистаном и Казахстаном, привлечения казахстанского капитала в экономику Таджикистана, налаживание и расширение сотрудничества между деловыми кругами обеих стран. Меня зовут Ермек Капаринов, я являюсь руководителем группы компании ТО «Арамакс», Казахстан, город Алмата. Мы очень рады присутствовать в Душанбе, в солнечном Таджикистане, на дружеском форуме. Очень рады, что таджикская сторона понимает важность данных форумов, потому как Казахстан всегда был одним из крупных поставщиков в сфере поставок нефтепродуктов, сжиженного газа, а также в направлении поставок зерновых, масличных, бобовых культур. На сегодняшний день нам очень интересно направление Таджикистана, поставки комбикормов для птицеводства, животноводства, а также рыбного хозяйства. Мы знаем, что у вас на высоком уровне сейчас поднимается ирригационная система, и вы очень сильно подходите к выращиванию именно птицеводства. У вас большая потребность высокого содержания качественных кормов. Поэтому мы в Казахстане готовы делать и производить для вас высокие содержания и высококачественные корма.
Сегодня в городе Душанбе в парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фирдавси торжественно открыли бюст казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву. В церемонии открытия бюста приняли участие руководители Министерства культуры Республики Таджикистан и Министерства культуры и информации Республики Казахстан. В ходе своего выступления министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева подчеркнула значимость этого события для дальнейшего культурного сближения двух народов. Было отмечено, что Таджикистан и Казахстан объединяют не просто дружба и взаимодоверие, основанные на личных усилиях лидеров двух стран. Столица Таджикистана стала еще одной мировой столицей, где увековечен образ славного сына казахского народа. Это не только важное культурное событие для двух стран, но и мощный импульс для еще большего духовного взаимообогащения народов. Отметим, Абай Кунанбаев – казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик. Его произведения переведены на 116 языков. Классическая поэзия Востока, в том числе таджикско-персидская классическая литература, была одним из источников творчества Абая и всей казахской литературы XIX – начала XX веков. В Таджикистане проходят Дни кино Казахстана, проведение которых стало значимым событием для кинематографистов обеих стран. Таджикские зрители любят казахское кино за его особый стиль и содержание, привлекает зрителей своей самобытностью. По словам участников, проведение Дней кино Казахстана в Таджикистане заложит хорошую основу для дальнейшего развития плодотворного сотрудничества кинематографистов двух государств. Сегодня в кинотеатре государственного учреждения «Таджикфильм» демонстрируют фильмы производства Казахстана. Казахские фильмы представлены в Душанбе, Худжанде, Бухтаре. Уважаемые телезрители, это были все главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.